Симферопольские власти предлагают снести часть продовольственного рынка на железнодорожном вокзале. С декабря жизнь на центральной станции крымской столицы замерла после того, как Укрзалезница отменила все поезда в Крым. Впрочем, для большинства торговцев железнодорожного рынка это единственное место заработка. С предложением снести рынок выступил советник главы российской администрации Крыма Владимир Александренко. По его словам, автобусы с автостанции перед тем, как направиться в сторону Евпатории, делают круг почета вокруг бульвара Ленина и только потом выезжают через металлический мост на Евпаторийскую трассу. А это создает большие пробки. Чтобы избежать этого, необходимо убрать часть рынка и открыть правый поворот, считает Александренко. Кроме того, уверен советник, этот рынок потерял свою актуальность после того, как на вокзал перестали приходить поезда. Сейчас у нас этих поездов нет. Спрос на фрукты и овощи резко сократился. И зайдите, пожалуйста, сейчас на рынок, посмотрите, какой там спрос на эту продукцию и чем занимается этот рынок. Там продают мясо, молоко, хлеб, штучный товар. Я не думаю, что он сейчас очень актуален для Симферополя. А мы должны делать все возможное, чтобы, жизнеобеспечение в городе сделать лучше. На вопрос, кто и где будет трудоустраивать торговцев, оставшихся без работы, Владимир Александренко ответил неоднозначно. Если этот вопрос будет решаться, то где у нас и когда сказали, мы сейчас выгоним и никого не обустроим. Такого не может быть. Да даже хозяин этого рынка, Рябошапка Владимир Иванович, я так думаю, что людей не выбросит на улицу. Сами продавцы против снесения рынка. Многие работают здесь несколько лет и имеют своих постоянных покупателей. Мунивер Халматова, например, на этом рынке работает уже 14 лет. Настолько привыкла к нему, что считает его своим домом. Другого рабочего места у нее нет. Мы с этим работаем, мы живем. Весь наш, как говорится, мы уже сколько лет? Здесь 15, 20, 25 лет. И тут резко рынок убрать, это невыносимо. Не согласовано ничего. Эльмира Аюпова работает здесь 20 лет. Также против того, чтобы сносили рынок. Негативное у меня отношение к сносу рынка. Во-первых, это рабочие места. Где же мы будем работу искать? Для того, чтобы здесь что-то другое строить, надо сначала там частный сектор снести, а не готовы людей расселить куда, что. Раньше был большой рынок, шикарный, много народу было здесь, торгующих много, покупателей, туристов было много, пока вокзал работал. У нас людей очень мало, туристов мало, хотя бы на местных как-то работаем. Частный сектор, о котором говорят продавцы, сносить не придется. Пройдитесь по этой улице и посмотрите, сносить ничего не надо. Там единственное, в том месте, где стоянка находится, стоянку потеснить. Транспорт уйдет к ограждению железной дороги и пройдет прямо на этот металлический мост. Мнения людей по поводу того, нужно ли ликвидировать рынок, разделились. Вокзал Симферополь – это ворота Крыма. Его нельзя закрывать, базар. Это для отдыхающих, для жителей, центр. Все такси, все автобусы здесь собираются. С одной стороны, это вопрос, конечно, для дорожной службы, он решается, дорога будет. А с другой стороны, люди потеряют рабочие места. Люди тут годами торгуют, годами зарабатывают себе деньги, это тоже плохо. Понимаете, как? Двоякое отношение. Конечно, плохо. В российской администрации Крыма идею Александренко поддержали и поручили Министерству транспорта найти возможность реализовать его инициативу. Эминия Мамедова, Роман Иванов, Заман, АТР.